Канашском районе предприниматель оштрафован за нарушение при перевозке пассажиров маршрутным транспортом. Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки на территории города Канаша и Канашского района по маршрутам 8Э, 9, 10, 114, 116 и 203. В результате проверки были выявлены нарушения: осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, а также иные нарушения, влияющие на безопасность перевозок. По результатам проверки Канашским межрайонным прокурором возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 и части 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административных дел предприниматель оштрафован на общую сумму 55 тысяч рублей. В Чебоксарах вынесен приговор по факту присвоения денег бухгалтерам управляющей компании. Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары 26-летняя бухгалтер управляющей компании признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ. Присвоение вверенных ей денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Судом установлено, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года жительница города Чебоксары, являясь материально ответственным лицом, бухгалтером управляющей компании, с целью личной наживы присвоила вверенные ей денежные средства на сумму более 400 тысяч рублей, полученные в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги от граждан, причинив управляющей компании ущерб в крупном размере. С учетом смягчающих обстоятельств по делу, в том числе частичного признания вины, наличия на иждивении малолетних детей и беременности, суд определил виновные наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. По результатам прокурорской проверки в Ядринском районе индивидуальный предприниматель оштрафован за продажу продуктов без сведений о сроке годности и составе. Прокуратурой Ядринского района проведена проверка соблюдения федерального законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при продаже мясной продукции в торговых точках в районе. В соответствии с законодательством в обороте могут находиться пищевые продукты, соответствующие требованиям нормативных документов и прошедшие государственную регистрацию. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли, не имеют маркировки, они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации. В ходе проверки в магазине «Перекресток» в городе Ядрин установлен факт продажи мясной продукции без соответствующей маркировки с информацией о составе пищевой продукции, количестве, даты изготовления, сроки годности, условий хранений, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью покупателей. По выявленному нарушению требований закона прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Решением арбитражного суда Чувашской Республики виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Судебное постановление не вступило в законную силу. В Мариинско-Посадском районе директор управляющей компании привлечен к ответственности за неполную выплату заработной платы. Прокуратурой Мариинско-Посадского района проведена проверка соблюдения управляющей организацией Мариинско-Посадского района законодательства в сфере оплаты труда. Поводом для организации надзорных мероприятий послужило обращение работника предприятия. Согласно статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации, работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные законодательством. Статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации. Сроки и очередность выплаты заработной платы являются одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников. Статья 130 Трудового кодекса Российской Федерации. Проведенной проверкой установлено, что управляющая организация несвоевременно в период с марта по июнь 2020 года и не в полном объеме выплачивала заработную плату заявителю. Общий размер задолженности составил около 5000 рублей. В целях защиты нарушенных прав работника в адрес руководителя предприятия прокурором района внесено представление. В отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы. По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Принятые меры прокурорского реагирования привели к полному погашению перед работником задолженности по заработной плате. Данные предоставлены пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики. Читал Павел Демин.